Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Мы поговорим о том, как творческое начало формирует сильного лидера. Наша гостья Айджаркын Кожубекова. Здравствуйте, Худус. Спасибо большое за приглашение. Как в вас уживается аналитический склад ума и поэтическая натура? Поэзия, как и вообще любая сфера искусства, но никоим образом не может и не должна мешать аналитике. Почему нравственный фундамент для вас важен? Нравственность — это все-таки ценности, то, что позволяет вам остаться человеком. Если мы действительно хотим получить результаты, то нам очень важно, чтобы в нашем окружении были прежде всего сильные люди. Как лидеру оставаться гибким, не превращаясь в диктатора? Но есть лидеры, которые выстраивают свои позиции, что лидер сам проходит через процесс изменений. Он должен понимать, что ситуация, которая была вчера, это не та ситуация, которая сегодня. Тогда появляется возможность вам балансировать. Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы! В эфире серия подкастов, посвященных успешным женщинам. И сегодня у нас в гостях удивительный человек, который на собственном примере доказывает, что истинное лидерство — это не про власть, а про создание систем, которые живут, развиваются и приносят плоды даже тогда, когда их создатель отходит в сторону. Наша гостья Айджаркын Кожубекова. Человек, который умеет соединять творчество и системность. Она пишет стихи, занимается исследованиями, руководит крупными проектами и вдохновляет женщин становиться лидерами. Мы поговорим о том, как творческое начало формирует сильного лидера, почему нравственный стержень важнее любых инструкций и как из одной идеи вырастить мощное самостоятельное сообщество. Здравствуйте, Худус. Спасибо большое за приглашение. Такое очень громкое заявление в предисловии, но мне очень приятно быть здесь и участвовать в этом подкасте. Добро пожаловать, Айджаркын. Я очень рада вас видеть у нас на подкасте. Айджаркын, давайте начнем с самого главного, с вашей личности. Вас знают как очень сильного исследователя, руководителя множества международных проектов, но в то же время вы пишете стихи. Вы поэт, вы человек, тонко чувствующий, способный к глубокой рефлексии. И наш первый вопрос — это как в вас уживается аналитический склад ума и поэтическая натура? И как творчество помогает вам в вашей профессиональной управленческой деятельности? Спасибо большое, очень интересный вопрос. На самом деле долгое время я считала, что поэтическое творчество в какой-то степени отвлекает или, может быть, даже мешает моим аналитическим стремлениям. И на протяжении многих лет я сказала бы, что я очень упорно работала над усилением, да, своего аналитического аппарата, мышления, отношения к реальности, пытаясь рационализировать практически все, чем я занималась, включая мои наблюдения, да, которые формировались так или иначе в силу разных факторов. Но в последние, скажем так, лет 5-7 я стала смотреть на поэтическое творчество с другой стороны. М. И я поняла, что на самом деле поэзия, как и вообще любая сфера искусства, она никоим образом не может и не должна мешать аналитике. Сейчас я понимаю, что это большое счастье, наверное, или удача, или это может быть такой дар, да, который мне посчастливилось иметь. Это соединение вот такого рационального и эмоционального. Обычно человека всегда ставит в ситуацию выбора, то есть либо ты мыслишь правополушарно, либо левополушарно. В жизни так не бывает. И для меня сейчас поэзия — это форма, в том числе и такого интеллектуального поиска. То есть это не просто переживания мои или чужие, да, которые ложатся, так скажем, в определенную форму, но прежде всего это возможность иного рефлексивного подхода к реальности. Интересно. Поэтому я думаю, что сейчас я смотрю на поэзию скорее даже не как на форму некоторого самовыражения, я скорее смотрю на нее как на некоторую иную познавательную форму, которая позволяет заключить в таких емких, зачастую коротких строках большие смыслы
Но чтобы прийти к этим смыслам, все равно нужна аналитическая часть. Да, вы абсолютно правы. А бывало ли такое, что именно творчество помогало вам, в принятии каких-то важных решений в вашей жизни? Да, я поняла, что на самом деле, поэзия мне помогает в те моменты, когда мне нужно отрефлексировать какие-то очень большие пласты информации, и когда я понимаю, что моя рациональная часть, она в какой-то степени задыхается от того, что ей не хватает, да, так скажем, каких-то иных возможностей. Потому что аналитический аппарат и рациональность сама как таковая, она имеет свою форму, свою структуру, и она очень ригидна. Вот. А поэзия в этом смысле, она всегда свободна. И поэтому перед какими-то очень сложными решениями я отдаю возможность самой себе, так скажем, прочувствовать тот момент или тот случай, или ту реальность, в которой я нахожусь. И тогда это становится, ну, вот какой-то не то чтобы путеводной нитью, скорее это дает возможность чуть-чуть подсветить, да, так скажем, то место, где я затрудняюсь. Поэтому сейчас для меня поэзия — это, с одной стороны, способ восприятия, с другой — это способ рефлексии, а с третьей стороны, это еще и возможность усилить, в том числе и аналитический момент. Как бы это парадоксально ни звучало. Но это очень интересно, да, когда, человек-руководитель, который там проводит, руководит, реализует множественные проекты. О чем вы часто пишете? Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, у меня нет каких-то четких тем, да, так скажем, в рамках которых мне интересно работать с поэтическим словом. Мне интересно то, как поэтическое слово может по-разному резонировать с разными аспектами реальности. Часто мои знакомые говорят: "Ты, наверное, только и делаешь, что на закаты, восходы смотришь, как цветы растут, как роса падает". Другие говорят: "Когда ты находишь время писать стихи, потому что это нужно вдохновение, да, это нужно определенные условия и так далее". Но на самом деле, то, о чем я пишу, не требует каких-то особых условий. Потому что пишу я, по сути дела, о тех вещах, которые, как мне кажется, интересны не только мне самой, но они в целом интересны моему поколению и тому времени, наверное, в котором мы находимся сегодня. И это вопросы, касающиеся такого философского осмысления. Это вопросы, которые касаются места человека в этой жизни, в этом мире, о его миссии, его предназначении, о том, как он строит свои отношения с окружающим миром. И сегодня, когда мы, мне кажется, находимся уже в таком перманентном состоянии разлома веков, несмотря на то, что многие великие считали, что это большое счастье, сейчас хочется сказать, скорее бы уже этот перелом закончился, но мы понимаем, что состояние транзита становится таким долгосрочным и, может быть, даже постоянным. И тогда вот эти же вопросы, они тоже входят в поэзию. Поэтому я не могу назвать какие-то специфические темы, поскольку пишу я от любви до вопросов жизни, смерти, смысла, и в том числе и тех больших геополитических процессов, которые происходят в мире. Но, наверное, одним таким фундаментальным основанием в моем творчестве, да, является все-таки попытка такого духовно-нравственного поиска, да, или такого духовно-нравственного осмысления. И для меня это, ну, такой краеугольный камень, да, так скажем, от которого я иду. Мгм. Интересно, вот, в своих размышлениях вы часто говорите о двух основах. Это образование и нравственные основы, да? И именно нравственность и образование, почему именно в такой последовательности? Вот, подчеркну, почему нравственный фундамент для вас, важен? Ну, я глубоко убеждена, что наш ценностный ряд, он закладывается задолго до того, как мы начинаем формировать такое очень рациональное отношение к миру, да. И система образования включается уже на том этапе, когда первый момент социализации уже завершен, а первая социализация начинается с семьи. Именно в семье, на мой взгляд, закладываются все базовые ценности.
Потому что что такое нравственность? Нравственность — это не про ритуальные практики. Нравственность — это не про стандартные требования определенного поведения, да. Потому что можно соблюдать внешнюю форму, но при этом внутри ненавидеть все то, чему ты должен следовать. Либо можно следовать какой-то форме, но при этом внутри ощущать диссонанс, да. Нравственность — это все таки ценности, те, которые позволяют вам различать условно, да, пагубное от полезного, то, что позволяет вам остаться человеком. Как бы это громко и пафосно ни звучало, но тем не менее это тот выбор, который мы делаем постоянно. Но он начинается до того момента, когда включается образовательная система. На мой взгляд, человека можно научить всему. Его можно научить читать, писать, летать в космос, работать над своим телом, над своей жизнью, да. Но нравственная основа, она является фундаментальной, потому что если нет ценностного ряда, то знание тоже может превратиться в страшное оружие. И то, как мы используем образование без ценностной основы, тоже может иметь свои последствия. Поэтому, на мой взгляд, впереди все-таки должна следовать ценностная база, должно следовать понимание, да, такого, скажем, глубинного аспекта личности, личностных отношений. И затем мы уже приходим к каким-то рациональным вещам, в том числе и через систему образования. Потому что система образования, она всегда стандартизирована, а наша духовность, нравственность, она выходит за ее пределы. И то, как вы можете использовать то или иное знание, будет как раз зависеть от того, на какой духовной основе вы стоите. Является ли она мракобесной, фанатичной или, напротив, просветительской, свободной, позволяющей вам развиваться. Ну вот, наверное, поэтому в такой последовательности я и смотрю на эти две категории. Но это не исключает на самом деле важность образования, потому что просто ценности без знаний, без рационального осмысления, без такого здорового критического взгляда на себя и на мир, ну, вы можете обесценить даже то, что у вас есть. Вот здесь вы говорите, да, про нравственность, да, про то, что первично нравственность нежели образование, и человек с образованием, да, он может стать сильным специалистом, да, но хорошим лидером, скорее всего, нет. Можно ли так считать? Хороший вопрос, и я бы не стала на него отвечать так уж однозначно, да или нет. На самом деле хорошая образовательная база, хорошие знания и навыки — это огромное подспорье, потому что без знаний, без навыков, без видения вы не можете выстроить лидерскую программу. По большому счету, зачастую можно даже не управиться собственной жизнью, да. Но на мой взгляд, что очень важно, раз уж мы заговорили о проблеме лидерства, да, почему очень важна нравственная составляющая, потому что в конечном итоге вы работаете с людьми. Люди живые, у них есть свои интересы, у них есть своя жизнь, у них тоже есть, так скажем, свои демоны, с которыми они борются. И если нет четкого понимания, видения той задачи или той цели, да, или той миссии, которую вы стремитесь выполнить, лидерство может превратиться в шаблонное управление. Оно может стать очень формальным, потому что вы начальник, у вас есть полномочия, вы можете заставить своих сотрудников что-то делать. Но это не о лидерстве. Вы можете быть лидером, который манипулирует людьми, используя их слабости, их недостатки, их невежество, да. Есть такие формы, и они тоже работают. Но если мы говорим о таком здоровом лидерстве, о том, которое позволяет расти как самому лидеру, так и тем, с кем он идет, да, тем или иным, условно скажем, высотам или целям, здесь включаются совершенно другие механизмы. Потому что прежде всего это понимание того, насколько это ценно и важно для этих людей. Не являются ли они просто инструментами для реализации чьих-то, ну, так скажем, замыслов.
и насколько то, о чем говорит лидер, по-настоящему важно для тех, с кем он говорит. Сегодня очень много лидеров, которые предлагают нам рай на земле, решение всех вопросов, взятие на себя всей ответственности, да? А, но видите ли, в чем проблема? Прежде всего, лидерство выстраивается на том, насколько вы позволяете вырасти людям вокруг себя. Растут ли они вместе с вами? Становятся ли они теми личностями, какими они хотели бы быть? Насколько мы можем обеспечить этот рост или хотя бы понимание того, какие нужны для этого условия? А это как раз все про людей. Это не про то, какой вы гениальный руководитель или как много у вас власти или полномочий. То есть это совершенно другая динамика отношений, это совершенно другая динамика понимания того, как выстраивается вообще лидерская программа. И мне кажется, это очень ценно. Не забывать, что прежде всего ты работаешь с людьми, а люди работают с тобой. То есть это про систему, да? По Или сути, да. По сути дела, да, мы говорим о некоторой системе, но я бы, наверное, даже пошла бы чуть дальше этого понятия, потому что система — это все таки выстроенная структура, да, так скажем, внутри которой есть определенные отношения, есть свои ограничения, есть свои правила. Что для меня важно, чтобы система выстраивалась на определенной методологии, да. То есть в ее основе должны быть какие-то принципы. И эти методологические принципы, они должны быть направлены как раз-таки не на чьё-то самолюбование, а они должны быть направлены на интересы тех людей, с которыми вы работаете, да. И вот этот подход, на мой взгляд, он требует больших усилий, он требует большей энергозатраты, он требует постоянной работы над собой, он требует сомнений, потому что если лидер не сомневается, это не лидер. Он должен сомневаться, у него есть свои страхи, у него есть свои переживания. Он должен уметь разделять эти вещи, да, с теми, с кем он работает. У нас очень часто возникает такое предположение, что лидер — это такая идеальная фигура, которая знает все лучше всех, которая понимает, куда всем двигаться, а самое главное, как, да. Но при этом мы часто забываем, что лидерство — это не про пьедестал. Не про монумент, не про памятник при жизни. Лидерство — это про такую постоянную, ежедневную, кропотливую работу, прежде всего над своими собственными ошибками. М. И тогда меняется вся парадигма. Тогда вы перестаете искать иконы, вы перестаете искать какие-то модели. Вы понимаете, что любая модель ограничена, но та или иная модель может подсветить что-то в вас. И вот это, мне кажется, наиболее ценно в лидерстве. Уметь подсветить в человеке, который рядом с тобой, что-то очень важное, ценное, нужное. М. Интересно. Так интересно слушать именно про то, уметь окружить себя людьми, которые, возможно, в каких-то вопросах будут не просто исполнителями, да, они будут, частью, какой-то идеи, частью этого прогресса, частью какого-то развития. И как, найти людей, которые, будут не просто исполнителями, а частью всего этого, да? Сейчас, к сожалению, вот так складываются, наверное, какие-то общие большие глобальные тренды, да, что нам все время хочется м, исполнителей, которые четко следуют инструкциям, которые четко выполняют свои обязанности, да, и на этом выстраивается измерение эффективности. Но, на мой взгляд, это очень непродуктивный путь. Если мы действительно хотим получить результаты, то нам очень важно, чтобы в нашем окружении были прежде всего сильные люди. Потому что только сильные люди могут давать возможность роста для самого лидера. И это ключевая задача на самом деле. Есть лидеры, которые боятся окружать себя сильными сотрудниками, сильной командой, да, потому что страх, что его место может кто-то занять, страх конкуренции, страх оказаться в чем-то слабым, не знающим чего-либо, да, и так далее. Но это естественно, потому что нам нужно принять, что лидер — это не идеальная фигура, это прежде всего профессионал, который знает свою работу, но у него есть видение,
И, наверное, у него есть еще какая-то миссия, да? Люди тянутся к идее, люди тянутся к тому, что дает им возможность ощутить сопричастность этой идеи. Есть очень много теорий, которые говорят о том, как складывается окружение лидера. На мой взгляд, самую большую ценность представляет то, что вы можете прежде всего окружить себя профессионалами, и здорово, если они еще и лучше и круче вас. Второе, если вы окружаете себя людьми, которые тоже готовы меняться, которые тоже готовы расти и которые тоже готовы работать над своими ошибками. И вот тогда складывается настоящая команда. Команда не должна и не может складываться из людей, абсолютно одинаково смотрящими на мир. Вот это тоже большая ошибка — искать тех, с кем вы постоянно разделяете одни и те же взгляды. Единомышленников. Единомышленники — это хорошо, но команда должна состоять из людей, которые по-разному смотрят на мир. Но у вас есть одна цель, у вас есть одни ценности. Это важнее, чем просто одинаковый взгляд на вещи. Но это и сложнее на самом деле, потому что вы должны признавать, что сильный человек рядом с вами может не мириться с вашими недостатками. И это надо уметь принимать. Вот как, как лидеру оставаться гибким, не превращаясь в диктатора, либо в мягкотелого, руководителя? То есть у нас обычно от крайности до крайности, да? Да, но вот у нас мозг вообще, он по себе всегда стремится к такой дихотомичности, да, и к разделению там черное, белое и так далее. Мне кажется, что для того, чтобы не скатиться либо в авторитарность, либо, как вы говорите, мягкотелость, очень простой рецепт. Нужно понимать, что позиция, которую ты занимаешь, и личность, которой ты являешься, это разные вещи. Позиция, которую вы занимаете, я имею в виду ваш статус, ваша должность, она может быть больше, чем вы, или меньше, чем вы. Есть очень много ситуационных лидеров, которые случайно пришли, да. Они могут также случайно уйти или задержаться надолго, да, потому что система позволяет это сделать. Но есть лидеры, которые выстраивают, свои позиции, и выстраивают они их таким образом, чтобы те задачи, которые они поставили, а задачи эти не, для одного человека, а задачи, которые интересны для людей, которые идут с этим лидером, тогда появляется возможность вам балансировать между тем, чего хочу я и чего хотят люди, которые рядом со мной. Могу ли я их заставить или я научаюсь разговаривать и объяснять? Потому что скатиться к диктаторству очень легко. Это означает, что вам не нужно ничего, вести через переговор. Это приказная форма, она самая простая. У вас есть полномочия, есть возможности, вы их используете, есть ресурсы. Но форма переговоров означает, что вы можете их проиграть. Вы можете выйти к результату, который никому не будет интересен, а вы можете прийти к результату, который будет выгоден обеим сторонам. И вот для лидера очень важно стремиться к вот этому результату. Мягкотелость — это означает, что у вас нет принципов, нет стандартов, нет ценностей. Мягкотелость рождается из отсутствия определенной структуры. Есть лидеры ведомые, которых танцует окружение. Повезло, если это окружение сильное и грамотное. Если нет, ну, это может быть беда для лидера. Поэтому, мне кажется, не стоит такую полярность выстраивать, да, потому что сегодня очень много говорят о так называемом адаптивном лидерстве, да, что лидер сам проходит через процесс изменений. Он должен понимать, что ситуация, которая была вчера, это не та ситуация, которая сегодня. В тех условиях, в которых находится мир в данные дни, означает, что и завтрашний день неопределенность. А это означает, что нужно постоянно вести работу прежде всего над собой. Что ты знаешь, что ты умеешь, куда ты движешься, как ты движешься, кто рядом, почему эти люди рядом, остаются ли они с тобой. И надо понимать, что люди не могут оставаться с вами на века. Команды меняются, команды распадаются, складываются заново. Это естественный жизненный процесс, и к этому тоже нужно быть готовым. Если к этому лидер готов, у него не может быть мягкотелости. Так же, как и не может быть
жесткой диктаторской составляющей характер. Да. Вот, вы получается так, что вы не создаете последователей, вы создаете сообщество лидеров, сообщество лидерок, да? И давайте поговорим о конкретных плодах вашего подхода. Ваши проекты «Школа гендерной эдукации», «Школа молодых лидеров», лидерок, женщин-лидеров, да, стали настоящей, кузницей, профессионалов, специалисток, а, крутых, конкурентоспособных. Вы ведете программы, которые поддерживают женщин-лидеров. Что для вас, значит женское лидерство? Вообще, можем ли мы мужское лидерство и женское лидерство как-то раздельно рассматривать? Спасибо большое. Действительно, мне посчастливилось, да, вести такой серьезный проект под названием «Школа продвижения гендерного равенства». Условно для себя мы ее называли «Школой по гендерной адвокации». И огромная благодарность канадскому правительству и тем фондам, которые поддержали этот проект. На самом деле, мне кажется, успех этого проекта заключался в том, что мы не смотрели на слушателей и слушательниц этого курса как на студентов. Изначально методологический подход был, что это экспертная школа, это школа для людей, у которых уже есть ценности, у них есть свои смыслы, у них есть свои цели и задачи. К нам пришли люди очень сильные. К нам пришли руководители организаций, к нам пришли активисты, к нам пришли медийные фигуры, к нам пришли в том числе и молодые люди, которые только начали выстраивать свой профессиональный путь. Но изначально школа выстраивала отношения равенства, то есть отношения партнерства. И мне кажется, очень важно в образовательном процессе выстраивать подход, когда нет иерархии между тем, кто обучает, и тем, кто обучается. Есть понимание того, что предел знаний обеих сторон, он разный, но есть возможность такого обмена. Я сама, как человек и как профессионал, я получила очень много от участниц этой школы и от участников. Потому что каждый из них и каждая из них были по-настоящему интересны и как личности, и как профессионалы. И мне кажется, успех был как раз в этом подходе. Мы ставили своей задачей создать сообщество, не просто сеть выпускников школ, а именно сообщество, которое может жить, развиваться, поддерживать друг друга, независимо от того, кто из нас будет продолжать реализовывать этот проект. И в этом, мне кажется, основная задача вообще лидерского подхода. Потому что вы выстраиваете такую методологию, такой инструмент, такую систему, которая живет дальше как самоорганизующийся организм, как нечто, что имеет свою способность к адаптации. И я думаю, что вот это, наверное, самый большой успех проекта, который случился. Я очень рада тому, что те, кто проходили нашу школу, а многие были уже известными экспертами, экспертками, говорили, что несмотря на всю мою экспертизу, я получила очень много нового. И я думаю, что это новое, оно как раз пришло от людей. Оно пришло от тех, кто был вовлечен, а мы, в свою очередь, создали такую систему, которая дала возможность для вот такого обмена, для такого роста. Безусловно, с нами работали очень крупные профессионалы, которые давали лекции, давали презентации, работали в стадии-турах, да. Это все, конечно, является частью программы, без этого невозможно выстраивать образовательный процесс. Но все таки ценностным началом является то, что ценностным началом, мне кажется, является признание профессионализма другого человека. М. Я сама тоже являюсь выпускницей вашей программы и, хочу поблагодарить за все те знания, которые вы дали, да. И наверняка слушателям и зрителям, интересно, как удалось создать сообщество выпускниц, которое живет своей жизнью. Да, вы рассказываете о том, что, а, это женщины, которые уже имели свой, и профессиональный, и экспертный опыт, и руководительницы были в числе, ам, участвующей, в этой программе. Вот в чем секрет?
именно того, что оно стало жить само по себе, да? Вы задаете очень интересные вопросы, которые заставляют рефлексировать, да, результаты проекта. Мне кажется, то, что сообщество сложилось, прежде всего является результатом того, что мы не ставили своей задачей патронировать это сообщество. Мы не смотрели на него как на наш объект или как на некий наш продукт, который мы теперь можем каким-то образом реализовывать так, как нам хотелось бы. Мы смотрели на сообщество как на организм, который может жить и должен жить сам. Изначально, когда только создавалось сообщество, мы с командой обсуждали принципы, как оно будет работать. Мы даже написали устав, мы даже придумали, какие там будут правила, как будет работать членство в этом сообществе. Фактически мы пытались сделать все то, что делает любая структура, которая легитимизируется, да. Но на определенном моменте мы поняли, что это не тот путь, который нам нужен, и что на самом деле очень много таких несостоявшихся сообществ, несмотря на то, что они формально или юридически закреплены, но они не работают как сообщество. И поэтому мы для себя решили, что мы никоим образом не будем диктовать, как этому сообществу жить, но мы заложили некоторые, опять же, ценностные основы, что это сообщество — место, в котором люди могут найти поддержку, профессиональную прежде всего. Это место, где люди могут свободно обмениваться идеями, где они могут делиться своими результатами и успехами, где они могут просить помощи консультативной, технической, в написании заявок, в поисках экспертов или эксперток. То есть на самом деле простые правила, но они сработали именно потому, что, как мне кажется, выпускники, выпускницы школы, они хорошо понимали, что это их сообщество, что это не временное явление проекта, а это та платформа, которая позволяет им становиться сильнее. И я очень рада тому, что вот этот наш методологический подход, он сработал. Нам часто наши доноры задавали вопрос, так же, как и многие стейкхолдеры, о том, как мы руководим, как мы планируем деятельность, какие у нас впереди будут мероприятия по поддержке сообщества. И мы каждый раз говорили, что мы намеренно избегаем вот таких плановых вещей, потому что сообщество должно научиться жить само. И я думаю, что в этом плане это тоже такой хороший лидерский подход, что если мы говорим о людях, которые претендуют на статус лидеров, они должны быть в самостоятельном плавании. Какие реальные результаты, этих школ вас особенно вдохновляют? На самом деле, спасибо, результатов очень много. И результаты вдохновляющие, да, по-настоящему вдохновляющие. Мы увидели, что у нас результаты сработали на нескольких уровнях. Но вот если так попытаться, опять же, да, системно посмотреть на то, что мы получили, в первую очередь это такой личностный рост. Практически каждая выпускница школы говорила о том, что она выросла как личность, приобрела уверенность, а, ув приобрела некоторые видения того, куда двигаться дальше, какие у нее сильные стороны, что она умеет делать. У нас многие открывали в себе какие-то таланты, о которых, возможно, раньше не подозревали, да. Второй момент, мне кажется, это действительно такой хороший результат — это профессиональный рост. У нас есть, целая копилка отзывов, где, допустим, выпускницы говорили, что они, решились, например, на такой шаг, как, смена деятельности. Несмотря на то, что долгие годы, имели достаточно неплохую работу, и вроде бы все было ясно и понятно, но они открыли в себе новые Новая навыки, грань. новые грани, новые возможности увидели для себя. И я бы сказала, что это требует большой личной смелости. Когда вы 10-15 лет работаете в одной организации, и даже 5, это тоже формирует чувство стабильности, уверенности и некоторого нежелания, попытаться сделать что-то новое. Но люди сделали этот прыжок от старого к новому. Причем зачастую это был такой, я бы сказала, очень эволюционный прыжок.
практически квантовый такой скачок из одной сферы в другую. Но эти результаты уже сегодня показывают, что да, эти шаги были правильными. Еще один момент, мне кажется, который тоже очень важен, что организации стали понимать, что очень важно сотрудничать, что не надо бояться конкуренции, что партнерство это не о том, что я приобрету, а о том, чем я могу поделиться. С этой ситуацией мы сталкивались часто, особенно когда начиналась работа над какими-то разработками заявок, и когда у нас некоторые говорили, а давайте мы пойдем к той организации, у них очень сильные эксперты, вот они могут нам помочь. Я в свою очередь задала вопрос, а что мы им дадим? Чем мы можем поделиться? Чем мы будем им интересны? И вот на институциональном уровне, мне кажется, один из больших результатов школы, что она позволила людям понимать, что организационный капитал — это действительно капитал. Это то, чем ты можешь делиться. Это то, что ты можешь отстаивать, расширять, усиливать. Ну и, наконец, наверное, вот такой четвертый очень большой выхлоп, который мы получили, и его можно рассматривать на уровне воздействия. Очень многие задумывались о том, а в какой экосистеме они вообще живут и работают, кто в их окружении. И это не просто там бенефициары, да, или партнеры, а как выстраивается коммуникация, на каких уровнях они работают, кто их признает, кто не признает. Если не признает, то почему? С кем им легко работать, а с кем тяжело работать? Почему внутри организации есть те, кто глубоко преданы, а есть те, которые временно пришли, вероятно, скоро уйдут. И такое бывает. И такое бывает. И это очень часто на самом деле. И мне кажется, что вот эти 4 уровня, да, личностный, профессиональный, институциональный, экосистемный, это вот то, что позволяет говорить о результате школы. И я рада, что у нас есть эти отзывы, что это не только мое или наше командное, личное такое мнение. Всегда хочется гордиться результатом своего проекта, но мы понимаем, что сейчас результат вышел за пределы проекта. Да, вы абсолютно правы на самом деле. Потому что эти результаты я сама вижу, да, среди моих, одногруппниц, которые участвовали в этих школах. И последующие, участницы, которые участвовали в школе, молодых лидеров, да. А, какие, качества вы считаете ключевыми для женщин, которые хотят стать лидерами или же уже стали, да, в Центральной Азии? Какие 5 качеств характеризует женщин-лидерок, в Центральной Азии? Но вот для уточнения, да, мы сейчас пытаемся идеальный образ нарисовать или тот, который уже работает? Давайте попробуем идеальный образ и тот, который работает, тоже надо сказать, да. Но, наверное, разница будет не очень большая на самом деле, потому что, мне кажется, в Центральной Азии очень сильные женщины в лидерстве. Они действительно сильны, поскольку мы как регион и наша страна, в частности, прошли очень сложный период. И мы их проходим до сих пор. А это означает, что практически от каждой женщины, которая выбрала путь лидерства, требуется очень высокая адаптивность. Я бы адаптивность поставила сегодня на первое место. Потому что умение видеть ситуацию, умение находить возможности, как в этой ситуации работать и работать по-другому, это огромный навык и очень сильный навык. Мне не хочется вот 3-5 черт, я, наверное, так выделю для себя, да, такие вот, скажем, наиболее значимые, на мой взгляд. Второе, мне кажется, это большая внутренняя смелость. Это смелость заявить о себе, это смелость позволить себе двинуться туда, куда, возможно, тебе не разрешали ходить, или, возможно, считали, что ты этого недостойна, или что тебе еще чего-то не хватает. И вот эта смелость признать, что ты можешь идти своим путем, она очень важна, и она присутствует в наших женщинах, особенно в тех, которые лидируют и проекты, и организации, и даже просто на уровне своей личной жизни. Лидерство — это не обязательно про высокую политическую карьеру. Лидерство — это прежде всего про возможность управлять своей жизнью,
своим микромиром, который может расширяться, который может сужаться в зависимости от обстоятельств, но это твоя возможность быть реальным актором, не объектом действий, а проводником этих действий, тем, кто движет этот процесс. Третьим, наверное, я бы указала возможность, невозможность, а, наверное, умение видеть в людях хорошее. Это очень важно, потому что лидерство — это про коммуникацию. А коммуникация — это еще и про доверие. Вот умение видеть хорошее и доверять, мне кажется, это крайне ценно. Почему это ценно? Потому что лидерство строится только там, где есть отношения доверия. Если вы не доверяете человеку, с которым вы работаете, если вы не доверяете человеку, который руководит вашей работой, вы не можете построить здоровые отношения, вы не можете построить здоровый процесс. Если вы как лидер обманываете своих сотрудников, распространяете сплетни, врете, не выполняете своего слова, говорите одно, делаете другое, унижаете публично, извиняетесь приватно, это не может выстраивать хороших, здоровых лидерских отношений. И очень важен вот этот момент коммуникации и доверия. Ну, это уже 4, да? Ну и, наверное, еще что это умение видеть а, лес за деревьями. То есть понимать, а, с каким видением ты движешься, да? Какая миссия у твоих действий? Для чего ты вообще тут присутствуешь? Это не обязательно большая политическая программа. Это вообще про жизнь человека на индивидуальном уровне, на уровне его семьи, на уровне его сообщества, на уровне того микромира, где у него есть личное влияние. Сегодня я знаю, что в силу того, что процессы стали очень быстрыми, зачастую непредсказуемыми, да, черных лебедей сегодня гораздо больше, чем нам казалось раньше, в Насиба Талибовской, да, интерпретации. Но мне кажется, что очень ценно здесь это умение понимать, что вот в этом большом хаосе у тебя все еще есть своя сфера влияния. И вот для наших женщин, мне кажется, это очень большой ресурс, потому что они понимают, что их сфера влияния может быть очень маленькой, но она все же есть. И те женщины, которые встали на путь лидерства, они все время эту сферу расширяют. И это одно из, мне кажется, необходимых качеств для лидера. Вы не можете остаться в маленьком замкнутом кругу, в таком безопасном микромире, да. Вам все равно нужно понимать, что микромир не живет изолированно от больших систем. И нравится нам это или не нравится, мы будем включены в эту орбиту. А значит, нам нужно расширять эту сферу влияния. Нам нужно ее выстраивать сначала, а потом расширять. Делать ее сильнее, делать ее более здоровой, делать ее более эффективной. А это означает, что мы опять возвращаемся к просвещению и нравственности, хотим мы того или не хотим. Ну и я думаю, что у каждой женщины на пути лидерства есть такой свой пакет, да, так скажем, м, навыков и качеств, которые она для себя определяет. Почему я не люблю вот выделять там 10, 5 или 8, да, там качеств, потому что мне кажется, что этот пакет, он довольно подвижный. В одних ситуациях вам нужно быть твердой, как кремень, а в другой вам нужно быть гибкой, как вода, которая проникает везде, да, но остается водой, в какую бы форму она ни заходила. И вот этот стержень, он очень важен, потому что без стержня, без вот такой основы, никакая работа не может состояться. И еще, мне кажется, я бы еще добавила, это вот такое самоуважение и самопринятие. Я еще раз повторюсь, никто не идеален, у нас у всех есть свои ошибки, у нас есть свои слабости, но вот это умение принимать себя и других — это крайне важная черта для лидера. Ух, так красиво все описали. И на самом деле я абсолютно с вами согласна с каждым пунктом. И мне очень понравилось, тот момент, когда вы сказали, лидер — это человек, который умеет управлять своей жизнью, да, учитывая, то, что
ну, в нашем мире очень много, информационного шума, да, и то, что мы постоянно подвержены, наше внимание постоянно уходит в разные направления. Наверное, да, очень важно все таки определиться, вот про ценности, да. То, что ценности, они как, звезды на небе, которые, ам, дают направление. Если ты потерялся, да, в каком-то моменте в плане и личностном, духовном, ценности, они, наверное, самые, нравственные вот эти ценности, да, они самые важные вообще в существовании, в моем понимании человека. И, мы очень, глубоко и, ам, обсуждали про то, что вы дали для тех участниц, которые прошли школу молодого лидерства, да, для школы гендерной адвокации. А вот что вы получили, по итогам этой программы, лично вы, лично для себя, что вы получили? Спасибо. Я бы, наверное, чуть-чуть поменяла метафору ценностей, да. Вот все таки это не звезды на небе, да, такие недосягаемые, да. Мне кажется, это почва под ногами, потому что это то, что позволяет вам крепко стоять на ногах, да, потому что вы точно знаете, на чем вы стоите. Да, здесь, наверное, я чуть, возможно, неправильно, высказала в плане компас. М, да, И звезда, да, если мы ориентируемся только по компасу, то оно может, в какой-то момент не там сработает. не сработать, да, или сломаться, или еще что-то может произойти, да. А если мы ориентируемся по звездам, то наверняка мы сможем найти дорогу, да. Хорошо, хорошо, согласна, согласна. Но если говорить о том, что программа дала мне, а вот прежде чем об этом сказать, я бы сказала, что, во-первых, эту программу делала не я одна. У меня М, замечательная команда, и я искренне благодарна вот каждому члену команды. И я, наверное, все таки назову их имена. Это Наргиз Кочахшоева, Икром Абдулай, Медет Телегенов. Потому что это люди, которые сделали эту программу. И я училась, во-первых, у них у всех, у каждого из них, поскольку, сила нашей команды была в том, что мы обладаем совершенно разными навыками. Кто-то из нас силен в организационных вещах, кто-то силен в концептуальных, кто-то в коммуникативных, кто-то всего понемножку, так как это и бывает в любой команде, да. И мне кажется, что для меня прежде всего команда дала огромный заряд и огромный ресурс, и огромную ответственность. Потому что когда ты работаешь с такими сильными людьми, у тебя просто нет права на провал, потому что ты понимаешь, что такое плечо рядом, да, ты просто не можешь упасть, потому что такие люди рядом с тобой стоят. И мне кажется, это огромная удача для любого человека, который руководит проектом, да. Неважно, проектом, организацией, даже каким-то маленьким участком работы. Что касается участниц, участников наших проектов, школы, гендерной адвокации, Академии женского лидерства. У нас еще были исследовательские проекты, да, очень много на самом деле реализовано. Мне кажется, что прежде всего я увидела, как много талантливых, профессиональных, интересных, глубоких людей в нашем обществе. Вот для меня это было такой очень вдохновляющей частью вообще всей программы, да, и тех инициатив, которые мы реализовали. Понимание того, что ты живешь в стране и в регионе, где столько талантливых людей, поверьте, это дает огромную силу. Я благодарна в этом смысле вот каждому, кто поверил нам, кто доверился, нашему профессионализму и вот на протяжении 3 лет прошел этот путь с нами. Второе, наверное, я увидела очень много своих недостатков. Я видела очень много слабых сторон своих. Я поняла, где и над чем мне нужно работать, и работать хорошо и серьезно, да. И я очень благодарна тем, кто, ни разу не говоря об этом, просто своим примером, своими действиями, своими реакциями, да, на то, что мы делали, помог мне подсветить.
эти минусы, да. И сейчас я знаю, что с какими-то вещами я уже справилась. Но мне хочется думать, что я уже как бы на пути к улучшению каких-то своих, возможностей и способностей. Но это огромный на самом деле, заряд, который вы не можете получить где-то от одного или двух человек. Когда у вас целое сообщество, которое может подсвечивать ваши разные стороны, как хорошие, так и плохие, в этом процессе самое главное уметь увидеть и правильно отреагировать и принять. Я очень благодарна на самом деле за это. Еще, наверное, чему я научилась, тому, что спектр тех знаний и тех проблем, с которыми люди работают, он настолько многообразен, что для каждой женщины-лидера найдется очень много возможностей работы. То есть никто не останется без своего микромира, в котором можно работать и что-то улучшать. И это дает возможность говорить о том, что есть поле для здоровой конкуренции, есть поле для хорошего сотрудничества, есть поле для дружбы, для партнерства, для хороших отношений, добрососедских, приятельских и других, да. И это на самом деле то, что тоже для меня стало большим открытием, что на самом деле столько незакрытых ниш, в которые можно прыгать, нырять, начинать разрабатывать. Самое главное, чтобы были идеи и было понимание, да, а, умение рассмотреть, да, где эти вещи лежат. И в этом плане я очень благодарна вот всем тем, кто действительно доверился нам, да. И вот я повторюсь, потому что это все таки про доверие. Когда вы идете в любую образовательную программу, вы доверяете тем, кто ее разработал. Вы верите, что эти люди дадут вам что-то, о чем вы, может быть, знаете меньше или не так хорошо. Ну и, наверное, вот я не могу пройти мимо этого. Это хорошие такие человеческие отношения. Я обрела очень много друзей. Я обрела очень много единомышленников. Я обрела людей, у которых, я могу учиться, тех, у кого я от которых я могу вдохновляться, которыми я могу восхищаться. И мне кажется, это тоже позволило мне расти и позволяет расти. Столько проектов, исследований, и школы, и академии, и ваша, поэтическая деятельность, да. В вашей работе и в жизни много ответственности. Вот что помогает вам сохранять вот этот баланс, быть на плаву, быть постоянно в ресурсе, вообще постоянно в ресурсе? Бывает такое состояние тогда? Вообще хорошее выражение "быть в ресурсе", иногда ты совсем не в ресурсе, это тоже правда. Мне кажется, вот, мы очень сильно иногда преувеличиваем, да, вот, какие-то вещи, и очень много чрезмерного внимания уделяем, да, им. Но вот ресурс — это очень хороший такой термин, и вот ресурсность как таковая. Что касается меня, ну, прежде всего, огромным колоссальным ресурсом для меня является моя семья, потому что они поддерживают мои все безумные, а, идеи, они читают мои стихи, они переживают за все мои проекты, не переживают за мои неудачи, радуются моим удачам, да. Я знаю, что это вот место, куда я могу прийти, поделиться, меня не осудят, не накажут, меня накормят, напоят, поддержат, просто выслушают. А иногда даже можно об этом не говорить, и, семья понимает, что сейчас надо просто дать время, и она придёт в себя, да. Второе, наверное, что меня очень поддерживает — это понимание значимости того, что я делаю. Потому что если нету понимания значимости, любая работа становится тягостью. Какой бы она ни была суперинтересной, в любой работе есть рутина. Эта рутинная часть, она неизбежна. И поэтому пока держишь смысл, пока держишь основу, это даёт тебе ресурс. Потому что ты понимаешь, что ты это делаешь не ради какого-то пунктика в твоём плане, да, а у тебя есть большая цель, к которой ты движешься. Вот эта целевая направленность и значимость работы, она для меня очень важна. Но еще, наверное, что
такая очень банальная вещь — это сон. Так, потому что я понимаю, что именно сон позволяет восстанавливаться, и ничто его не заменяет. Вот, и, к сожалению, я вот часто этот ресурс, истощаю, вот, недосыпами, сверхурочными и прочим. Но я понимаю, что это очень важно, и вот этот баланс, здоровья, он тоже очень нужен. Да, это то, к чему я иду, и в этом плане я пока еще на пути ученичества, я бы сказала. Здесь у меня тоже есть студии, у которых я учусь, которые мне в этом плане помогают, и которые, ну, в какой-то степени стали для меня, а, теми, кто показал, что можно по-другому выстраивать свою ресурсность и свой баланс. Поделитесь яркими ритуалами или привычками, которые у вас есть, которые помогают вам восстанавливаться. Вы сказали, вот сон — это важно, а еще? Ну, наверное, это такой вот, ритуал благодарности. Для меня он такой базовый. Почему? Потому что я вообще считаю, что благодарность — это такая ключевая вещь во всем. Вам удалось встретиться с удивительным человеком, ну и вот это нужно поблагодарить. За это нужно поблагодарить, да, потому что можете себе представить, сколько всевозможных невидимых процессов происходило, пока вы с этим человеком встретились? А? Что-то произошло, хорошее или плохое, но вы чему-то научились. Я тоже выражаю этому благодарность, да. Вот эта практика благодарности, она не такая, что вы так садитесь и пишете там 100 пунктов благодарности, да. И такие ставь. Нет, так, в моем случае так не работает. Это в моем случае это всегда очень спонтанно, всегда очень, стихийно, я бы сказала, да. Но эта стихийность, она регулярная. То есть, я иду по улице, я вижу что-то очень красивое, дерево, цветок, я думаю: "Господи, как это здорово! Спасибо, что это есть". Да, вот я это увидела, я это заметила. В моменте, да? Это Значит, момент. надо благодарить в Это моменте. момент, да. И вот очень важно его не упустить. Очень важно не упустить, потому что когда ты его ловишь так за хвост, то фактически он тебе дает такой колоссальный ресурс, да, потому что ты понимаешь, мир гораздо шире, чем наша работа, чем наши дела, чем наши какие-то срочности, обязанности, да. Мир гораздо интереснее. В нем столько всего, чему мы не успеваем не то чтобы уделить внимание, а даже просто заметить. И вот поэтому я иногда даже благодарна тому, что я могу успеть это заметить. Вот так. Это, мне кажется, да, такой вот, наверное, базовый момент в моей жизни. Что вы делаете в моменты, когда чувствуете вот сильную усталость, но нужно вам собраться и идти делать, потому что дела и задачи не ждут? Ох, хороший вопрос. Хочется, конечно, слукавить и сказать, что я могу себя легко поднять. На самом деле нет. И бывает так, что действительно состояние вот этой внутренней истощенности, оно очень высокое. Я стараюсь себя не доводить до такой точки, хотя, надо признаться, довольно часто к ней подхожу очень близко, да. Сейчас я пытаюсь быть мудрее, и балансировать, да, так скажем, между необходимостью и, тем не менее, моими собственными потребностями организма, ума, тела, да, души моей. Но бывает так, что действительно внутреннего ресурса очень мало, но задача есть. И тогда то, что меня удерживает, это то, что я понимаю, что это обязательство, которое взято, его надо выполнить. Не всегда получается. Признаюсь честно, не всегда получается, не всегда, к сожалению, такая идеальная картинка. Очень хочется сказать, что я со всем справляюсь и все успеваю, да, и никого не подвожу. Нет, к сожалению, было очень много моментов, где я знаю, что я подводила и себя, и других. И мне кажется, то, что я сейчас стараюсь с этим работать по-другому, это тоже такой результат опыта. И поэтому что я делаю? Я себе говорю: "Ты хочешь краснеть так же, как тогда или нет?" И это помогает. Я знаю, что это негативная стимуляция, но она работает. Есть другой момент, когда я себе говорю: "А знаешь, как будет классно? Ты это сбросишь, и потом мы пойдем дальше", да.
Но это вот такие самоуговоры, попытки обмануть свой мозг, обмануть иногда свое тело и сказать: "Ты еще можешь, давай еще сутки, и мы это сделаем". Но это работает, это работает. Я знаю, что это не самые здоровые практики, я никому не советую, но вы спросили, как это делаю я. Вот примерно таким образом. Ну, спасибо, Йоркан, за искренность. И нужна смелость, чтобы признавать, да, то, что да, действительно бывают такие моменты, когда нужно себя поднимать там либо критикой, либо похвалой, да? Да. И есть ли мечта или проект, который вы хотите реализовать в ближайшие годы? Ох, у меня столько мечт. Наверное, я обозначу таким, ну, широкими мазками, да, такими, что на самом деле очень ценно сейчас для меня иметь возможность продолжать вот эту просветительскую работу, потому что я ее рассматриваю уже на уровне такой вот миссии или служения. И я мечтаю, чтобы эта возможность у меня, она сохранялась. Потому что, как мне кажется, именно на этом поприще я могу приносить пользу, вносить свой вклад и раскрываться сама. И как личность, и как профессионал. Ну, вот так, наверное, очень широко обозначу. Пока не буду делиться какими-то конкретными проектами, потому что они меняются. От проекта к проекту всегда есть какая-то работа, но именно вот эта просветительская задача или миссия, она остается для меня очень ценной, и я бы хотела, чтобы она у меня сохранялась. Да. Я надеюсь, что все ваши мечты и желания, цели, задачи, они реализуются в скором, ближайшем будущем, да? Итак, Айдаркын, у нас блиц-опрос. Нужно будет коротко, быстро ответить. Мгм. Кымыз или чай? Чай. Окей. Сова или жаворонок? Промежуточная. Самое необычное место, где вы работали? Ох, вы знаете, у меня не было таких необычных мест. Они все были очень такие стандартные, все в рамках образовательной системы. А, Может, на берегу моря или на 125-м этаже где-нибудь? Вы знаете, пожалуй, да. Было такое место очень далеко, в горах. По дороге туда мы ехали над пропастью, где с одной стороны была скала, а внизу был обрыв. В общем, добирались мы до места очень трудно и тяжело. У меня остались очень интересные воспоминания. Но это была такая благодатная поездка, рабочая, да. Ну и, наверное, другая, вот, кстати, вы мне напомнили про небоскреб. Да, было такое место в огромном здании. Это было в Дубае, где мы работали. Это был отель. У меня был великолепный вид на город, и была возможность, сидя за таким красивым столиком, смотреть на этот вид, и готовиться к презентации. Ничего такого прям уж, супер чудесного, но это было Но в здорово. моменте, я уверена, было очень красиво, да? Одно слово, которое вы Мгм. говорите себе в стрессовой ситуации. Дыши. Окей. Я думала, вы мне Нет, я говорите себе говорю: "дыши". "Дыши". Окей, спасибо, я отдышалась. М, Книга, которую должен прочитать каждый. Ох, вы знаете, очень много книг, и я, наверное, не рискну рекомендовать одну. Я бы хотела сказать, что у каждого есть своя книга. И её надо найти и понять, почему она твоя. А может быть, Читайте, да? написать свою. Написать свою. Да. О. Вы планируете написать книгу? Планирую. Да, есть такие идеи. Здорово. Если бы у вас был день только для себя, чем бы вы занялись? Не работой. Но, наверное, я бы куда-нибудь с семьей поехала. На Исыкуль? Пожалуй, нет, в какую-нибудь очень дальнюю экзотическую поездку, чтобы все было новым, новый ландшафт, новые люди, новые языки, новые реалии, потому что, мне кажется, это то, что прям очень нужно любому мозгу, любому человеку. Да, здорово. С кем из исторических личностей вы бы хотели поужинать? Ой, я бы хотела с несколькими. Окей. Я бы с удовольствием хотела бы пообщаться с Нельсоном Манделой.
Я бы хотела поговорить с Махатмой Ганди. Я бы рискнула поужинать с Маргарет Тэтчер. Ну, а если бы вообще была такая уникальная возможность, я бы хотела пообщаться с Буддой. Вау. Духовность, да? Да. Если бы вам дали $1 000 000 на развитие общества, а, куда бы вы их вложили? В просвещение. Здорово. Да, точно. Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? Никто не одинок. М. Любимая цитата, которая всегда с вами? Ох, нету такой цитаты. Но вот одну недавно услышала: "Если ты не нашел свое предназначение, создай его сам". Дорогая Жиркын, благодарю вас за сегодняшнюю интересную, глубокую беседу. И если желаете, можете, а, передать пару слов нашим слушателям, слушательницам. Кундуз, спасибо большое. Мне было очень интересно поучаствовать в этом разговоре. Спасибо за ваши такие глубокие, интересные вопросы, за умение слушать и находить интересные моменты. Что бы я хотела пожелать, слушателям, слушательницам этого подкаста: доверяйте себе, верьте в свои силы и помните, что в этой жизни у каждого есть своя миссия, свой путь и свои люди. Айджаркын, наш, разговор сегодня показал, что лидерство — это не про громкие титулы, не про должности, это про фундамент, который мы строим внутри себя. Это про нравственные основы, это про, людей, которых мы окружаем, да, себя. Мы поговорили о силе творчества, о силе нравственности, о системном подходе, о том, как идеи превращаются в живые, а, результаты. Айгерквин, вы доказали, что женское лидерство — это не исключение, что это норма, и что одна женщина, вооруженная знаниями, ценностями и поддержкой команды, может запустить целый механизм перемен. Благодарю вас за участие. Друзья, это была серия подкастов, посвященных успешным женщинам. Я была с вами Кундуз Чикшенкызы и наша гостья Айжаркын Кожобекова.